Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. И сегодня мы поговорим о том, что в экономическом плане ждет нашу республику в 2024 году. Немного отступим от обыденного для нашей программы формата обсуждения политических вопросов, а также поговорим о том, как вопрос возмещения НДС, который был утвержден в налоговом кодексе с ноября прошлого года, и невыплата этих расходов для экономических агентов Гагаузии может отразиться на экономической ситуации в регионе и на предпринимательском климате. Сегодня об этих вопросах мы поговорим с нашим земляком, уроженцем села Казаклия, много лет занимающимся экономической журналистикой, главным редактором газеты «Экономическое обозрение Логос Пресс» Дмитрием Калак. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Рад вас видеть, с прошедшими вас праздниками, и очень признателен вам за то, что вы нашли сегодня время для того, чтобы пообщаться со мной и с нашей аудиторией, для того, чтобы немного разъяснить экономические вопросы, которые есть в республике. Их много, и первый из них, конечно, связан с ценами на энергоресурсы. И мы, наверное, поговорим сегодня не об этом, но сперва я хотел бы узнать ваше мнение, если говорить об экономическом прогнозе, не в макроэкономическом понимании, а с точки зрения простого обывателя, например, что ждать в 2024 году, на ваш взгляд, для простых граждан? То есть будет ли уровень инфляции, будет ли, например, ожидается ли, например, снижение цен на продукты питания, потому что мы знаем, что последний год-полтора со многими событиями, это экономическая ситуация в мире, в том числе и в первую очередь войной в Украине, продукты питания подорожали, услуги подорожали, и людям, в принципе, при том же достатке стало жить намного сложнее. Что ожидать в этом году для простых граждан? Виталий, спасибо за поздравления. Я тоже рад возможности поздравить всех жителей Гагаузии со всеми зимними праздниками, пожелать нам всем хорошего, удачного года, чтобы он в каждую семью принес больше позитивных эмоций, чем негативных. Но, к сожалению, если говорить об экономических прогнозах, в последние годы все мы ощущаем, что не так много поводов для позитива. И боюсь, что нынешний год, уже наступивший, тоже мало что в этом плане изменит. Почему? К сожалению, экономика Молдовы очень сильно подвержена внешним факторам. И мы зависим от того, какова ситуация в соседних странах, в Украине, в Румынии, в Европе, в России и так далее. С другой стороны, учитывая аграрный характер нашей страны и зависимость во многом экономики от сельскохозяйственного производства, все мы знаем, что любой природный катаклизм, засуха, дожди или еще что-то может сказаться на урожае, и, соответственно, это сказывается и на общем производстве товаров, и на экспорте, и на инфляции, и на многих других факторах. Поэтому говорить о том, что нынешний год будет легким, конечно, не приходится. Почему? Потому что в Украине продолжается война. Это непосредственно влияет и на обеспеченность Молдовы товарами, и на ценах на эти товары. Политика Национального банка Молдовы направлена в последние годы на то, чтобы снизить уровень инфляции, потому что таргетирование инфляции, удержание ее в определенных рамках, то есть 5% плюс-минус 1,5%, это является одним из главных задач Национального банка, которые он решает. Для этого он использует разные инструменты,
И в принципе мы уже к концу прошлого года подошли к этому коридору, который целевому коридору Национального банка. То есть инфляция вошла в тот коридор, который Национальный банк должен удерживать. 5% плюс-минус 1,5%. Но сейчас возникает другая проблема. Те меры, которые Национальный банк применял и относительно монетарной политики, относительно резервирования коммерческими банками валюты и так далее, привели к тому, что сейчас уже через 2-3 месяца мы, возможно, войдем в период дефляции, то есть инфляция уйдет в минус. Но это чисто на макроэкономическом уровне. К сожалению, что касается простых жителей, нас всех, то на ценах мы редко это ощущаем. К сожалению, инфляция, она считается исходя из всех факторов. Но мы больше ориентируемся на те продукты, которые мы используем каждый день. То есть картофель, лук, капуста, молоко, хлеб и так далее. На эти продукты обычно цены только растут, они очень редко снижаются. Если, допустим, произойдет снижение цен на авиабилеты, то ими пользуются далеко не все граждане Молдовы. Но это сказывается на том, что инфляция снижается. В то же время те продукты повседневного спроса, которыми мы пользуемся, они остаются в тех ценовых уровнях, до которых они не дошли в период высокой инфляции. У нас же как получается? Если есть предпосылки для инфляции, для роста цен, цены повышаются. Когда есть предпосылки для снижения цен, они или не снижаются, или снижаются намного меньше, чем они выросли до этого. Что касается на макроуровне, то даже если посмотреть на основные прогнозы таких институтов, как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк, Министерство экономики Молдовы, Национальный банк, то в принципе все они дают прогнозы роста экономики Молдовы в этом году от 2,5 до 4,2% в пересчете на весь год. Конечно, допустим, если будет рост 4%, это неплохой рост. Но даже все эти институты, они оговаривают, что если не будет никаких серьезных воздействий на экономику, то мы получим такой рост. В то же время даже все эти институты в течение года как минимум 2, а то и 3 раза пересматривают свои прогнозы. Что еще раз подчеркивает, насколько наша экономика неустойчива, насколько она подвержена влиянию, и даже малейшие какие-то изменения серьезные, они сказываются на общем экономическом фоне. Если говорить об энергоресурсах, или, я не знаю, об этом мы дальше поговорим или сейчас сказать? Я хотел задать один простой вопрос, который среди простых жителей обсуждается очень бурно, потому что, например, мы все знаем, что очень многие жители Гагаузии едут в соседнюю Украину, где война, и закупают там продукты. И там продукты дешевле, в том числе и энергоресурсы, о которых мы поговорим чуть позже. Почему сложилась такая ситуация? Потому что не только, скажем так, обыкновенная корзина для потребления, то есть там не какие-то люксовые продукты питания, а простые, которые каждый человек ест каждый день. Но, допустим, возьмем такой продукт, как подсолнечное масло, который мы видим из прессы дешевле как в Украине, где идет война, так и в странах Европы. В то же время, как мы видим из прессы, Молдова лидирует по экспорту подсолнечника. В то же время у нас цена на подсолнечное масло одна из самых высоких в регионе. Некоторые объясняют это тем, что в Молдове монополия есть на производство масла, но только ли в этом причина? Согласен, причина не только в этом. Действительно, не могу точные цифры сказать, но порядка 90% экспорта
подсолнечника и подсолнечного масла из Молдовы осуществляется одной компанией, Трансойл. Но можно ли говорить о том, что причина только в монополии? Я думаю, что не только эта причина. Когда мы говорим о стоимости тех или иных продуктов и товаров в Молдове и говорим в сравнительном анализе относительно соседних стран Украины, Румынии, Турции и так далее, и спрашиваем, почему у нас дороже, чем у них, то обычно импортеры отвечают тем, что у нас рынок маленький, и есть определенные расходы на доставку товара, которые примерно одинаковы для Украины, допустим, и для Молдовы. Но одно дело, когда в Украину, ну, условно говоря, завозится 1000 тонн, и в Молдову заводится 100 тонн. Естественно, на те расходы, которые необходимы для доставки 1000 тонн в пересчете на единицу продукции, намного меньше, чем в Молдове. Но мы говорим о тех продуктах, которые есть в Молдове, производятся в Молдове и должны быть, по идее, дешевле, чем они есть на самом деле. Тут, опять же, есть много факторов. Конкретно по каждому продукту надо разбираться отдельно, потому что это зависит от тех налогов, которые надо платить, от каких-то логистических вещей. Но я, допустим, уверен в том, что подсолнечное масло у нас может и должно быть дешевле, чем оно сегодня есть. Но это должны работать государственные органы. У нас есть специальные органы, которые занимаются и проверкой качества продукции, и защитой прав потребителей, и многими другими вещами. И они должны реагировать, если видят, что цены на продукты необоснованно завышаются. Но это, к сожалению, очень кропотливая, очень серьезная работа. Для того, чтобы все это осуществлять, нужны хорошо подготовленные специалисты, чтобы они делали все по закону. То есть нельзя прийти и сказать, у тебя высокая цена, ты должен снизить цену. Это должно быть экономически аргументировано и в рамках закона. Поэтому у нас, к сожалению, органы не всегда выполняют свои функции из-за того, что им не хватает опыта, компетенций, знаний и так далее. Дмитрий, если мы говорим, допустим, о сельхознасаждениях, я имею в виду сады, виноградники, потому что сегодня мы видим очень много примеров, когда агропроизводители, допустим, просто выбрасывают свой урожай, или он остается в садах и виноградниках. В то же время мы видим и из прессы много случаев, когда агропредприниматели выкорчевывают эти многолетние насаждения, хотя на них были затрачены достаточно большие денежные средства, в том числе из государственного бюджета в рамках различных программ субсидирования. Почему мы дошли до такой ситуации? Только это не конкурентоспособный продукт или все-таки кандидатство с Европейским Союзом? Мы можем говорить о плюсах и минусах, но мы знаем, что в Евросоюзе действуют правила квот, в том числе в торговлях. И является это ли тем, что на молдавскую продукцию нет спроса? Поэтому мы приходим к таким ситуациям. Ну, тут опять же проблема комплексная. Да, у нас есть квоты на поставку молдавской продукции в Евросоюз, но, допустим, если по сливе мы в прошлом году выбрали квоту, по яблоку не выбрали квоту, хотя можем поставлять без пошлин на рынок Европейского Союза. Но отсутствие пошлин – это не всегда прямой доступ на рынок, потому что есть конкуренция, есть ценовая конкуренция, есть конкуренция по качеству и так далее. Я не думаю, что наше яблоко по качеству уступает там польскому или македонскому и так далее. Но что касается цены, то да, нам тяжело конкурировать. Обычно европейские сетевые игроки, если хотят закупать тоже яблоко, то они, во-первых, хотят большие объемы, а во-вторых, хотят низкую цену.
особенно когда речь идет о Молдове. И в этом контексте мы не всегда можем выполнить эти требования. То есть тут накладывается несколько серьезных проблем. Первое. У нас сельскохозяйственное производство сильно раздроблено. И, допустим, если сеть супермаркетов готова закупать яблоко, то она требует, допустим, ежемесячно поставки там по 500 тонн. А у нас, если могут это обеспечить, то как максимум там, на протяжении 2-3 месяцев. А супермаркеты хотят работать круглогодично, чтобы у них были постоянные поставки определенных объемов, ритмичные, потому что они не могут, сегодня есть, завтра нет. Поэтому первая проблема – это объемы. Из-за низких объемов увеличивается себестоимость продукции. Опять же, нам тяжело конкурировать с теми же поляками по яблоку, потому что у них большие объемы, и когда те же ядохимикаты, обработка и так далее больших площадей, это на гектар обходится дешевле, чем если мы обрабатываем там 5 или 10 гектаров. Кроме того, к сожалению, одна из серьезных проблем молдавского сельского хозяйства заключается в том, что оно очень энергозатратное. То есть у нас энергозатраты при производстве сельскохозяйственной продукции примерно раз в 5, а по некоторым продуктам в 10 раз больше энергозатраты, чем в среднем по Евросоюзу. Это, конечно, сказывается на стоимость продукции. Энергозатраты имеется в виду и электроэнергия, и там дизельное топливо, бензин и так далее. Это зависит от технологий, это зависит от сортов выращивания, от урожайности и так далее, от многих факторов. Но пока ситуация, мы, конечно, говорим в среднем. У нас есть хозяйства, которые тоже добились высокой производительности, снизили энергоемкость и тем самым стали более конкурентными. Но если мы говорим в целом, то у нас энергозатраты на производство единиц продукции значительно выше, чем в Европе. Это тоже один из факторов конкурентоспособности. И если говорить о финансовом положении наших фермеров, мы знаем, что в последнее время были протесты, вы говорите о том, что многие фермеры выкорчевывают виноградники, сады и другие плантации, потому что они нерентабельны. Все это проблема того, что из-за раздробленности, из-за фрагментарности сельского хозяйства в свое время мы разрушили колхозы, считая, что это не самый хороший метод сельскохозяйственного производства. Но на самом деле это имело большое преимущество. Кстати, когда в Молдове дробили колхозы, совхозы и давали квоты, каждому свою квоту, в Соединенных Штатах, которые продвигали у нас вот эту вот программу ПМН, в Соединенных Штатах шел обратный процесс. Там консолидировали земли, потому что они пришли к выводу, что если фермер имеет меньше 500 гектаров, то сельскохозяйственное производство на таких площадях не рентабельно, невыгодно. И они стимулировали увеличение площадей у фермеров. А у нас дробили в это же время. Поэтому там, где производство сельскохозяйственное раздроблено, ограничивается небольшими объемами, там, конечно, себестоимость продукции высокая, продать ее по высоким ценам не получается, продавать по ниже себестоимости себе в убыток никто не будет, поэтому вот фермеры или не убирают урожай, потому что его дешевле оставить на деревьях или на полях, чем убирать и тратиться, и потом не иметь возможности продать. Или же уже идут на крайние меры, выкорчевывают плантации. Если мы хотим быть конкурентоспособными, нужна консолидация земель, нужны более
большие площади, чтобы обрабатывали, чтобы снижали затраты на единицу гектара и тем самым были конкурентоспособными. Дмитрий, теперь как бы о ценах на энергоресурсы, в первую очередь на газ. Ну, электроэнергия чуть другая ситуация в республике и по цене, и, в общем-то, с поставками. И я на днях видел, вы делились с постом части интервью с представителем правления АО «Молдова-Газ» господином Вадимом Чебаном. Чебан, сегодня вокруг этой темы очень много разговоров, и, конечно, там есть и политический контекст. В общем, если вы имеете желание, можете касаться политических контекстов всей этой ситуации, связанной с газом. Но сегодня ситуация такова, что, несмотря на то, что на спотовых рынках в Европе, откуда закупает молдавское государство сейчас, именно государство, а не один из операторов поставки для населения, в том числе Молдова-Газ, закупает государство под низкой цене, нам объясняют тем, что в прошлую зиму было закуплено при дорогой цене больший объем, который сегодня еще не израсходован. В то же время есть другой аспект. Представители Молдова-Газ, который практически является монопольным поставщиком для населения, объясняет тем, что в тарифе еще есть определенная часть, которая так называемое отклонение, которое мы уже оплачиваем там на протяжении нескольких лет. Сейчас вот мы видели, что есть информация, что 26 января якобы Молдова-Газ готова обратиться в НАРЭ с заявлением о том, чтобы снизить тариф на около 10%, это примерно около 2 лей. Если говорить экономическим языком и экспертным, потому что вы пишете на эту тему и неоднократно, и знаете чуть больше, чем мы можем со всех источников собирать в разных пропорциях, в чем вообще ситуация? И почему для населения, несмотря на то, что в Европе низкий газ, потому что, могли, допустим, его, наверное, смешать с дешевым газом, продавать населению, да? То есть, наверное, можно было бы иметь много способов для того, чтобы сделать его более доступным для экономических агентов и для населения, но у нас есть и ряд нюансов, которые, как бы мы ни относились к действующей власти, например, закупки объема газа, цена газа энергокомом является коммерческой тайной и не придаются публичности. Именно эти моменты оставляют очень много вопросов не только у нас, журналистов, но и в том части у населения. Потому что если мы закупаем, то как минимум мы должны понимать, сколько его купили, по какой цене купили. Потому что туда расходуются государственные деньги, которые или взяты в кредит, или они предоставляются из государственного бюджета. Поэтому в любом случае это наши с вами деньги, жителей Молдовы, на что закупается этот газ. А что сегодня в тарифе на газ больше? И есть ли там какие-то схемы и спекуляции, или есть какие-то экономические расчеты и выкладки? Вы во многом ответили на вопрос сами, когда перечисляли все проблемы, которые есть в газовой сфере. Но давайте я начну с того, что немножко уточню. Сегодня Молдова-Газ является всего лишь дистрибьютором газа. Она не занимается поставками газа в Молдову для правобережной Молдовы. Тот газ, который Молдова-Газ получает от «Газпрома», он полностью идет в Приднестровье и используется в основном на выработку электроэнергии, которую мы получаем от молдавской ГРЭС. Правобережную Молдову в течение всего 2023 года и в этом году обеспечивает Энергоком, который осуществляет закупки газа на спотовом рынке Европы. Спотовый рынок – это свободный рынок. То есть у любого оператора можно купить, там объявляются аукционы, кто предложит более низкую цену, у того покупает. В чем проблема сегодняшнего дня? Вы правильно сказали, что в конце 2022 года, когда вы помните, какая была ситуация, цены на газ стремительно росли, никто не знал, как будет развиваться ситуация дальше. Если помните, были прогнозы такие, что цена на газ вырастет до $5000 за 1000 кубометров. Тогда
Молдова получила кредиты от Европейского банка реконструкции и развития в 300 миллионов долларов. И на эти деньги, из-за боязни, что цена газа еще больше вырастет, на эти деньги купили газ по 1200, 1100 долларов за 1000 кубометров и так далее. По тем реалиям это было нормально. Но впоследствии оказалось, что цены пошли вниз. А Молдова создала запасы газа, которые до сих пор не потратила. Вы правильно говорите, что газ можно смешивать. Он и смешивается, потому что в конце прошлого года, когда готовились к этой зиме, закупали газ уже по 400 долларов за 1000 кубометров, 350, 500, там много было, весь объем не могли сразу закупать, закупали не то что небольшими, но в несколько этапов. И цена была разная, от 380, по-моему, где-то до 550 долларов за 1000 кубометров. Естественно, этот газ смешивается с тем, который закупали по 1100, 1000, 1200 и так далее. Но средняя цена все равно получается где-то в районе 700-800 долларов. Сегодня в тариф заложена цена, если я не ошибаюсь, 620 долларов за 1000 кубометров. То есть мы только в конце прошлого, начале нынешнего года пришли к тому, что цена газа, которую потребляет Молдова газ, стала соответствовать тому тарифу, который заложен. И даже чуть упала. Да, тарифное отклонение, если вы помните, в конце 2021 года, когда вот это, в конце 2022 года, когда вот это все началось, резкое изменение цен, то НАРЭ не сразу повышало тарифы. Оно с опозданием повышало тарифы. Естественно, возникали тарифные отклонения, потому что если в тариф, как формируется тариф для потребителей? Учитывается закупочная цена на газ, затраты на его транспортировку, обслуживание, дистрибьюцию, закладывается курс доллара и так далее. То есть есть конкретные критерии, которые есть методология, она официально опубликована на сайте НАРЭ, с ней можно ознакомиться и так далее. Так вот, когда в конце 2022 года в тарифе была цена газа, допустим, 400 долларов, а газ покупали по 1000 долларов, и при этом тариф еще не поменяли. Естественно, у Молдова газ, как у дистрибьютора, начали возникать серьезные разрывы между тем, что население, потребители все платили за газ, и сколько Молдова газ платила, приобретая этот газ. То есть возникли вот эти тарифные отклонения. И они, насколько я помню, где-то к концу января, когда в последний раз был скорректирован тариф уже в соответствии с новыми реалиями, к концу января 2023 года эти тарифные отклонения достигли почти 3 миллиардов леев. И вот мы их на протяжении всего 2023 года постепенно погашаем. Наконец 2023 года, когда я брал интервью у Вадима Петровича Чабан, эти отклонения еще оставались на уровне где-то 380-400 миллионов леев. До начала апреля, то есть к концу марта, все эти отклонения должны быть погашены. Вы уже упомянули, что Молдова газ уже обратилась, намерена обратиться в НАРЭ с тем, чтобы снизить тарифы для конечных потребителей где-то на 2, даже не на 2, это получается где-то на 4 лея. Сейчас мы платим 18 леев с небольшими за кубометр, будет на уровне 14-15 леев. Как решит НАРЭ, это уже посмотрим. Что касается... Дмитрий, один момент. Сейчас вот запрос Молдова газ о снижении цены на газ, он связан с тем, что мы уже население погасило эти тарифные отклонения, или он связан с тем, что изменилась закупочная цена на природный газ? Это связано только с изменением закупочной цены на газ.
со снижением закупочной цены на То газ. есть сейчас, если в апреле, в мае будет покрыт, к примеру, эти тарифные отклонения, мы можем, ну, предполагать, да, сегодня, что вот эти там 3 или 4 лея, я не помню, об этом говорил и Вадим Чебан и для нас в интервью, еще могут снизить тариф на газ. То есть он, ну, примерно может стоить при такой цене где-то 10 леев, да? Ну, если так... Нет, я думаю так, что то обращение, которое сейчас готовит Молдова газ, оно уже учитывает и покрытие тарифных отклонений. То есть они, скорее всего, чтобы не менять через 2 месяца опять тарифы, они оставят еще небольшую долю вот этих тарифных отклонений, учтут снижение закупочной цены, и таким образом этот тариф, скорее всего, будет действовать до следующего отопительного сезона, до осени. А осенью уже в соответствии с новыми условиями они будут смотреть, снижать тариф, повышать тариф и так далее, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Я что хотел сказать насчет закупок газа на спотовом рынке, на свободном рынке. Вот мы сейчас все видим, что цена упала. На этой неделе стоимость упала где-то до $320 за 1000 кубометров. Это, в принципе, намного дешевле, чем если бы мы получали от «Газпрома». Если я не ошибаюсь, от «Газпрома» мы на данный момент Молдова получает по $530 за 1000 кубометров. Но в чем риски работы на спотовом рынке? В том, что вот мы уже говорили, никогда не знаем, в какую сторону развернется рынок. Когда закупали газ по $1000 с лишним за 1000 кубометров, боялись, что оно еще больше вырастет, а оно наоборот пошло на спад. В этом контексте, когда мы раньше получали газ от «Газпрома», это был 5-летний контракт с четко обозначенной, согласованной формулой формирования цены. То есть в цену закладывалась так называемая нефтяная корзина. Она учитывает, опять же, цены на мировом рынке, на нефть, на мазут, на газоиль и так далее. Вырабатывается определенная средняя значимость, берутся последние 9 месяцев и определяется цена на следующий квартал. Такая система, когда мы на 5 лет вперед знали, что мы будем гарантированно получать определенные объемы газа, и мы могли предвидеть примерно, как будет развиваться цена, она давала определенную стабильность, в том числе и в формировании тарифов для конечных потребителей. Когда мы работаем только на газе со спотового рынка, то есть постоянно закупаем на спотовом рынке, мы никогда не знаем, что будет через месяц. Даже сейчас, вот зима, в Европе пошли холода, снегопады, резко возрастает потребление газа. Или, вы помните, прошлой зимой была ситуация, когда все ветряные станции, которые вырабатывают электроэнергию в Европе, замерзли, не производили электроэнергию. Это привело к очень большому энергошоку в Европе. То есть такие ситуации не исключены и в будущем. И вполне может возникнуть ситуация, что, допустим, к следующей зиме мы придем, сейчас вот ценовая конъюнктура хорошая, цена порядка $350 за 1000 кубометров. Казалось бы, надо покупать газ, закладывать на хранение. Но мы не должны забывать, что когда мы получали газ от «Газпрома», мы платили по факту. То есть месяц потребляли газ, закончился месяц, Молдова газ, ну, там на границе с Украиной есть счетчики, считают, сколько газ, мы знаем цену, и Молдова газ знала, что вот за прошедший месяц мы должны заплатить такую-то сумму «Газпрому». То сейчас мы, во-первых, должны заранее заплатить за газ, то есть мы сначала его покупаем на спотовом рынке, мы его доставляем в хранилище, храним, а потом, когда надо, мы его потребляем. Тут несколько факторов, которые неблагоприятны для нас. Первое – это то, что надо заранее отдать деньги. Второе – это надо платить
за доставку этого газа до хранилища, надо отдельно платить за закачку в хранилище, отдельно платить за хранение, отдельно платить за выкачку из хранилища, отдельно платить за доставку до Молдовы, ну и там дистрибьюция уже как раньше было, так и есть. То есть есть разный процесс. Поэтому, когда мы говорим о том, что сегодня мы покупаем, может не покупаем, но сегодня цена на спотовом рынке $320 за 1000 кубометров, мы не должны забывать, что спотовый рынок это в лучшем случае Румыния, а скорее всего это Нидерланды. Поэтому к этой цене в $320 или в $350 мы должны добавить вот все эти дополнительные расходы. Транспортировку до хранения, закачку, само хранение, выкачку и транспортировку до Молдовы. Это дополнительные расходы, в результате чего Энергоком, я механизм рассказываю, там цифры могут быть разные. Значит, Энергоком может продавать Молдова газ, этот газ уже не по $350, а допустим по 450, с учетом всех этих дополнительных расходов. Но вы правильно сказали, что в работе Энергоком нужно больше транспарентности, чтобы мы знали, по каким ценам закупается газ, в каких объемах, где он хранится, сколько мы платим за хранение, за другие издержки и так далее, чтобы мы понимали, как это все влияет на конечный тариф. Дмитрий, сейчас один из, наверное, главных вопросов для гагаузской части нашей аудитории. Те изменения, которые были внесены в налоговый кодекс, которые вступили в силу с 1 ноября 2023 года, это о процедуре возмещения НДС, то с 1 ноября прошлого года возмещение должно производиться из центрального компонента бюджета Гагаузии. Да, в этом вопросе мы все понимаем, что есть 95% политического компонента для такого решения. И об этом уже неоднократно говорили на разных площадках, о том, почему так произошло и почему было такое принято решение. Но начало 2024 года обнажило другую проблему о том, что сейчас как бы изначально не был предусмотрен механизм, как это будет происходить, то есть будет ли центральная налоговая инспекция изымать эти деньги из бюджета Гагаузии, возвращать предпринимателям. В итоге оказалось, что Кишинев оставил это право для Гагаузии, не стал вмешиваться, не изымать эти деньги ни из трансфертов, которые перечисляются, не забирать их в инкассовом порядке, а оставил это полномочие рассчитываться с экономическими агентами из Гагаузии, исполкома автономии. Начало года обнажило, как я сказал, проблему о том, что сегодня цифра называется порядка более 20 миллионов, которые за 3 месяца исполком Гагаузии должен был возместить экономическим агентам Гагаузии. И уже вот мы имеем практически завершение января, эти выплаты не были произведены. И сегодня мы понимаем из политического и административного контекста то, что у исполнительной власти в автономии то ли нет желания, то ли нет ресурсов финансовых для того, чтобы выполнить эти обязательства. На ваш взгляд, вот эта вся ситуация, то, что это не выплачивается, потому что экономические агенты автономии уже заплатили, внесли эти деньги, заплатили и теперь ждут возмещения. И если молдавское законодательство, по-моему, я могу ошибиться, но предусматривает налоговый период 45 дней, то мы уже имеем более 3 месяцев, когда эти экономические агенты не получают обратно эти средства и тем самым отчуждают их у себя из оборота или уже отчуждали. А это возможность оплачивать коммунальные услуги, ту же заработную плату. На ваш взгляд, как вся вот эта ситуация, вернее последствия и то, что сложилось сейчас, может оказать влияние на деловую среду в регионе? Виталий, вопрос очень сложный, и вы правильно заметили, что изначально механизм возмещения не был до конца продуман. Я бы скорее сказал даже немножко по-другому. Когда парламент принимал эти поправки, он не учитывал, как это будет осуществляться в реальности.
Я могу ошибаться тоже, я не специалист в налоговой сфере. Но насколько я знаю, возврат НДС – это обязанность налоговых органов, и деньги на возмещение выделяются из казначейства. В этом контексте, когда принималось решение о переложении этой ответственности на бюджет Гагаузии, я считаю, что не совсем корректно поступили по отношению к хозяйствующим субъектам Гагаузии, потому что заранее как бы их направили по ложному адресу. Да, механизм вот этот уплаты возврата НДС для Гагаузии изменили, но закон в целом не изменили, и ответственность именно казначейства по возврату НДС и налоговых органов, она осталась. Сегодня, насколько я знаю, Гагаузия не имеет своего казначейства и не имеет своих самостоятельных налоговых органов. То есть налоговые органы Гагаузии – это часть общей налоговой системы Молдовы. Поэтому я думаю, что в данном случае бизнесмены оказались, предприятия Гагаузии, оказались крайними именно из-за вот этого политического противостояния между Камратом и Кишиневым. Но я думаю, что в Кишиневе тоже уже начали понимать всю абсурдность ситуации и рано или поздно, но вернуться к диалогу и к поиску более приемлемых решений для этой ситуации. Тут еще есть такой момент. Значит, об этом говорилось еще до принятия этих поправок парламентом. Не знаю почему, вернее знаю, но не будем на этом останавливаться, почему парламент не учел эти вещи. Но само формирование НДС, оно таково, что, к примеру, в Камрате работает фабрика «Сана». Она закупает, ну, допустим, для своей упаковки товар, или молоко закупает в других районах Молдовы, платит НДС, производит продукцию, экспортирует продукцию и обращается за возвратом НДС. Если она платила НДС при покупке молока или других товаров в Чемишлийском районе, в Хинчешском или в Кантемирском и так далее, то какое отношение бюджет Гагаузии имеет к возврату этих НДС, если они остались в других районах? Это один аспект проблемы. Второй аспект проблемы, который тоже является очень значимым. В Камрате, в других городах Гагаузии работает много хозяйствующих субъектов, офисы которых находятся в Кишиневе. Допустим, магазин Kaufland. Там многие жители Гагаузии приобретают товары, в том числе с НДС. То есть они платят за товар, который включает в себя и НДС. Kaufland отчитывается в Кишиневе. У него офис здесь в Кишиневе. Тот НДС, который заплатили жители Гагаузии за товар, он ушел в Кишинев. Кто его вернет Гагаузии? И таких вопросов остается уйма. Я думаю, что на уровне Гагаузии давно пора создать компетентную комиссию, привлечь экономистов, налоговиков, выработать очень взвешенные, аргументированные предложения, обратиться в парламент, в правительство и отстаивать свою позицию, показывать, что с этим абсурдом надо заканчивать. На ваш взгляд, как эта ситуация, что в итоге предприниматели не получают деньги, которые они уже уплатили и должны были бы получить, может отразиться на экономическом климате в регионе? Естественно, что для любого предприятия это очень негативный фактор, потому что это отвлечение денег, это недополучение тех средств, которые они рассчитывали. Это, естественно, они не получили деньги, не могут закупить новый товар или
осуществить инвестиции и так далее. Это сдерживает развитие предприятий. В определенных случаях это может привести и к экономическим проблемам, может даже к банкротству. Но тут есть еще и другой момент, что эти предприятия должны платить новые налоги. И налоговый кодекс предусматривает и взаимозачет этих налогов. То есть, если государство должно предприятию возврат НДС, а предприятие должно опять платить НДС, то можно снять взаимозачет. Тут опять возникает вопрос, кто это должен делать? Налоговые органы или органы Гагаузии? У органов Гагаузии нету таких полномочий осуществлять взаимозачет. Это только налоговые органы. И закон позволяет предприятию прибегать к взаимозачету. То есть тут очень много нюансов, которые должны обсуждать, не обсуждать, а которые должны проанализировать специалисты и выработать очень взвешенное аргументированное решение, как выбираться из этой ситуации. Дмитрий, я благодарю вас за сегодняшнее интервью и за те разъяснения экспертные по ряду экономических вопросов. Признателен вам и от имени нашей аудитории за то, что вы приняли наше приглашение. Напомню, что сегодня гостем программы «Фокус» был главный редактор газеты «Экономическое обозрение» «Логос Пресс», наш земляк, уроженец Казаклии Дмитрий Калак. Я напоминаю вам, что вы подписывались на наши платформы в социальных сетях, и сегодня мы говорили о причинах, почему в Молдове высокие цены на продукты питания, и есть ли вероятность того, что они в 2024 году могут пойти на снижение, и почему в Молдове сложилась высокая цена на газ, и о том, что ждать экономике Гагаузии в случае с ситуацией, которая возникла по НДС. Оставайтесь с нами, следите за новостями на нашем информационном портале, и вы будете в курсе происходящих событий в стране и в регионе.